На Всемирном саммите правительств в Дубае обсудили глобальную цифровизацию. Подпавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты китайской платежной системы. Но резиденты технопарка Якутия разработали уникальную для России систему противодействия пожарам. Вы смотрите новости из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Всемирный саммит правительств стран мира состоялся в Дубае. Программа была сосредоточена на формировании лучшего будущего для человечества и посвящена 8 основным темам. И цифровизация государственных услуг занимала первое место в повестке. Идея цифрового правительства занимает умы во всех странах мира, стремящихся угнаться за технологическим прогрессом. Много говорилось об этом и на 8-м по счету Всемирном саммите правительств в Дубае. Это мероприятие, в котором приняли участие высокопоставленные чиновники из 140 стран мира, призвано сформулировать пути достижения лучшего будущего. Технологии помогают человечеству уже долгое время. А мы пытаемся применять технологии для того, чтобы услуги стали лучше и проще для их пользователей. С помощью технологий мы можем улучшить качество обслуживания. Некоторые функции они могут делать за человека. Мы хотим объединить услуги, упростить их, сократить количество этапов, сделать так, чтобы услуги оказывались быстрее. В Объединенных Арабских Эмиратах стратегия цифрового правительства предполагает полную цифровизацию государственных услуг к 2023 году. Мы работаем над концепцией так называемых проактивных услуг. Мы применяем искусственный интеллект для того, чтобы услуги были оказаны клиенту до того, как он об этом попросил. Зная о нуждах наших клиентов и их привычках, мы можем оказать им услугу до того, как они попросили об этом. Термин «невидимые технологии» набирает популярность в цифровом мире. Вы не должны сталкиваться в вашей жизни с использованием технологий. Вы должны замечать только улучшение качества обслуживания. Мы полагаем, что использование искусственного интеллекта правительствами приведет к повсеместному использованию технологий. Появятся проактивные услуги, качество оптимизируется. У вас будет ощущение, что правительство понимает вас, чувствует вас, что оно предоставляет услуги, предназначенные именно для вас. Таким будет эффект от использования искусственного интеллекта. Дубай назначил специального консультанта, который будет смотреть на нововведения с точки зрения конечного пользователя. Больше всего я обращаю внимание на то, чтобы мы уделяли внимание нуждам горожан и адаптировали технологии к этим нуждам. Пандемия показала нам, что мы нуждаемся в эффективности и общении. Я также слежу за тем, чтобы данные и поток информации шли на пользу людям во всем мире, особенно в городах, которые конкурируют друг с другом. Они должны функционировать максимально эффективно, уделяя в то же время внимание благополучию жителей. И речь не только о материальном благополучии. Во время Всемирного саммита правительств муниципалитет Дубая объявил, что он расширит свое цифровое присутствие, войдя в метавселенную. Он будет сотрудничать с частными компаниями для того, чтобы создать футуристичную, рассчитанную на человека версию города, пользующуюся всеми возможностями метавселенной. Тем временем космонавты Роскосмоса Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытое космическое пространство. Готовили европейский дистанционный манипулятор к эксплуатации на российском сегменте Международной космической станции. Выход соответствовал плановым работам на наружной поверхности многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Длительность выхода составила 6 часов 38 минут. Следующий этап работы запланирован на 28 апреля. Подразделение Роскосмоса занято и наземной работой. Оно начнет собирать первый беспилотный трамвай уже в конце текущего года. Для перевозки людей планируют использовать современные 5-секционные низкопольные трамвайные вагоны. Техническое обслуживание будет вести завод. Напомню, что проект создания беспилотного городского трамвая был предложен еще в мае 2019 года.
Поездку на трамвае можно было бы оплатить картой Union Pay, но в ближайшее время это будет невозможно. Подпавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты Union Pay. Китайская платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций. При этом система продолжает сотрудничество с банками, которые не попали под западные санкции. Union Pay – это международная платежная система, основанная в 2002 году. В сеть приема платежей Union Pay входят 180 стран и регионов мира. Также вследствие санкций стриминговый сервис Netflix потерял 700 тысяч подписчиков в нашей стране. Связаны потери с решением уйти с российского рынка. И это несмотря на то, что в компании прогнозировали увеличение подписчиков на 2,5 миллиона человек. Среди причин падения числа подписчиков компании назвали инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию на Украине. Из-за приостановки работы сервиса в России Netflix лишился 700 тысяч пользователей. Акции компании на Нью-Йоркской бирже упали на 26%. Netflix потерял около 40% своей рыночной стоимости. В условиях санкций особое внимание сейчас уделяют IT-компаниям. Один из флагманов якутского IT-парка – компания Сайберия. На базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта она производит программное обеспечение для работы врачей-рентгенологов. Сейчас продукцией компании пользуются не только в Якутии. В 2016 году Афанасий Аргунов и Игорь Савин, программист и врач-радиолог, подготовили научный проект, который через несколько лет вырос в большую компанию, одного из лидеров якутской IT-индустрии – Сайберия. Специалисты компании на базе искусственного интеллекта разработали программное обеспечение для облегчения работы врачей-рентгенологов. Продукт, который упрощает рутину, уменьшает процесс по времени, сокращает. То есть сейчас врачу-рентгенологу нужно примерно до 50 минут максимум для того, чтобы произвести разметку. Наш продукт с использованием компьютерного зрения и искусственного интеллекта позволяет сократить это время до 2-3 минут. Ну и, соответственно, врач-рентгенолог может заняться теми случаями, которыми ему нужно выделить время, более сложными. Компания была зарегистрирована в 2019 году, а в 2020 началась пандемия коронавируса, и специалисты Сайберии решили опробовать свою программу на компьютерной томографии, которая показала очень хороший результат. Эффективность определения вируса по КТ-снимку до 98%. Разработчики предоставили свой программный продукт 18 лечебным заведениям на бесплатной основе. Кроме Якутии, программными продуктами Сайберии пользуются в Хакасии, завершаются переговоры с Республикой Адыгея, Камчатским краем и Амурской областью. И введенные санкции работе компании не помеха. Мы получили ограничения по поставкам дискретных видеокарт, на которых строится весь искусственный интеллект. Но у нас есть преимущество. Наш продукт может работать на процессоре Elbrus. То есть мы это уже обкатали. У нас есть готовый рабочий ARM на компьютере 4S процессор Elbrus. И он функционирует не хуже компьютера с дискретной видеокартой, по времени не уступает. Соответственно, мы уже имеем возможность заменить иностранные программное обеспечение. Благодаря возможности работать на отечественном программном обеспечении, спрос на продукт компании среди российских клиник, как государственных, так и частных, стабильно увеличивается. И в компании заверяют, что смогут обеспечить своими продуктами всех желающих. Ну а резиденты технопарка Якутия разработали уникальную для России систему противодействия пожарам под рабочим названием «Сильван». Разработка позволит автоматизировать данные и упростить систему принятия решения, сократит и время на обработку данных, поскольку раньше для тушения пожаров использовалась информация из разных систем. Тестируют Сильван непрерывно с января, постоянно внедряют новый функционал. А с 1 мая система будет внедрена в работу авиалесоохраны республики. Сейчас идут переговоры о внедрении разработки в других регионах. До создания нашей системы авиалесоохрана пользовалась разными системами, то есть это Гисметео, Винди, Аргис, Фаерс, ну, то есть целый, и Ясень. То есть целый набор разнородных систем, и приходилось искать одну информацию в одной системе, вторую информацию в другой системе, и все это, понятно, затраты времени. То есть время на обработку данных, время на принятие решения, а с учетом того, что очагов пожаров каждый день возникало огромное количество, и они каждый день менялись, то есть размеры, кромка пожара, все это требовало огромных ресурсов и очень много времени для принятия решения.
Воспитывают в республике и новое поколение айтишников. Центр цифрового образования детей IT-Куб открыли в Якутске. Напомним, первый был открыт на базе Центра творчества и инновационных технологий в Нюрбе в 2020 году. В IT-Кубе в столице обучают более 850 школьников по 6 направлениям. Программирование, мобильная разработка, разработка VR-приложений, системное администрирование, основы алгоритмики и логики, а также программирование роботов. Кроме того, для поддержки старшеклассников на базе IT-Куба внедрена программа IT-школы Samsung. А в Харбалахском наследии в школьном центре «Точка роста» активно развивают информатику. Учитель вместе с ребятами придумали и создали информационный портал для вилюйской группы «Улус». Джулус Пантелеймонович Петров родом из Сундарского Улуса. В Харбалахской школе он начал работать с сентября 2021 года. Молодой учитель собрал инициативную группу из учеников старших классов, и началась работа над созданием нового портала. Сначала у нас была как доска объявлений, но сейчас она у нас уже полноценный информационный портал. Включает 4 блока. Первый блок – это новостной блок, второй блок – это рекламный блок и сама доска объявлений. И в конце у нас справочник. По всем 4 блокам у нас работают отдельно учащиеся. Они распределены по этим блокам и работают сообща. Дети разделены на отдел продвижения, отдел разработки, новостной и графические отделы. Сейчас составляем справочник 4 улусов, такие как Сунтар, Нюрба, Вилюй и Верхоньюльск. В справочнике есть телефонные номера, адреса, гостиниц, аптек, кафе, доставка еды, такси, социально значимых объектов и так далее. Сейчас ищем автосервисы, услуги, гостиницы, отдых. Джулус Пантелеймонович показал, что умеет управлять образовательным процессом и в первую очередь мотивировать ребенка на обучение. В его команде все ученики умеют мыслить и расчетливо, и творчески. В первую очередь на занятиях дети учатся компьютерной грамотности, это в первую очередь. А далее, если им это нравится, они развиваются, и у них развиваются уже профессиональные навыки. Созданный региональный информационный портал обеспечит актуальной и достоверной информацией, а Джулус Петров со своими учениками строит еще большие планы на будущие проекты. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен на YouTube-канале Якутия-24. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!